أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Еще задолго до прихода ислама культурой арабов было то, что потом стали называть джахилией. Невежество, дикие и совершенно безумные времена. Представьте себе, что вы берете свою 5-летнюю дочь в пустыню и толкаете ее в предварительно выкопанную яму и хороните ее там заживо. Человек еще никогда не падал так низко, так, как они. Такова была их культура. Если вы знаете, что они ошибались, разве вы будете следовать за ними? Если вы знаете, что то, что они делали, это неправильно, вы будете продолжать делать это? Сделайте свой выбор. Вы подчиняетесь Аллаху или вы подчиняетесь обычаям своего народа? Братья и сестры, давайте поприветствуем нашего брата Абдурахима Грина. Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы прославляем, просим Его о помощи и о прощении. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и от зла наших грехов. Кого Аллах поведет по прямому пути, того уже никто не собьет, а кого Аллах вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и я также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. А затем, поистине лучшая речь — это книга Аллаха, а лучший путь — это путь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Наихудшее же из дел — это новшество, и каждое новшество есть ересь, и каждая ересь есть заблуждение, и каждое заблуждение в огне. Мы должны начинать с восхваления нашего Господа, Аллаха. Мы восхваляем Его и просим Его о помощи и о прощении. Мы просим защиты у Аллаха от зла наших душ и от последствий наших злых деяний. Тот, кого Аллах направит на истинный путь, того уже никто не собьет с него. А того, кого Аллах вводит в заблуждение, никто не сможет наставить на путь истинный. И я свидетельствую, что Аллах один достоин поклонения, и что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, его раб и его последний посланник. Пусть милость Аллаха предбудет над вами, мои братья и сестры. Лучшая речь — это книга Аллаха, Коран. И лучший путь, лучший пример в том, как нужно прожить свою жизнь, лучший пример в существовании и фактически единственный пример в следовании религии ислам — это пример Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. А самое плохое, наихудшими же из деяний — это то, что люди вводят новое в религию. То, чему нас не обучил пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
Но люди вводят это в религию. И эти поступки являются самыми худшими. И все новое, то, что было введено в религию, обычаи, взгляды, примеры, вероубеждения, все то, которое не практиковалось и в которое не верили, ни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни его сподвижники, называется арабским словом «бида». Так это назвал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Нововведение, религиозные нововведения. И все они, все нововведения в религии, они являются заблуждениями. Они уводят от истинного пути, от прямого пути. И все, что уходит с прямого пути, который Всевышний установил для нас, мои дорогие братья и сестры, все это приведет нас только к одному. Оно не приведет нас к раю, к благому концу. Оно приведет нас к адскому пламени. И поэтому сегодняшняя тема очень важна, дорогие братья и сестры. Она очень актуальна в сегодняшнем положении мусульман. Она называется «Противостояние культур». Потому что мне кажется, что большинство мусульман сегодня, то, чему они следуют, это не столько ислам, сколько их культура. И это особенно заметно в таком месте, как Англия, где я живу и работаю, где большинство мусульман являются иммигрантами, приезжими, такими же, как я. Например, я родился в Танзании, но я все равно считаю себя местным в Англии, так как мои предки прибыли в Танзанию очень и очень давно из Англии. И большинство мусульман в Великобритании и в США — это иммигранты. И это противостояние культур особенно заметно в такой стране, как Англия. Но оно также существует и в других странах. Однако ситуация в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании действительно позволяет нам как бы гораздо сильнее увидеть это. Эта ситуация выделяет мусульман, которые являются таковыми из-за их традиционной культуры, приверженности, а не из-за убеждений. Они являются мусульманами только из-за их культуры, но не из-за учебы, изучения, чтения, понимания и осмысления. Ислам — это не семейная особенность, которую можно передавать из поколения к поколению. Ислам не таков. Ислам — это руководство, ниспосланное Всевышним, Всезнающим, тем, кто создал небеса и землю, тем, кто создал вас и меня. Всевышний знает нас лучше, чем мы знаем себя сами. И по Его милости, по Его доброте к нам, Он ниспослал к нам руководство в форме Корана. И Он отправил к нам посланника, такого же человека, как и мы. Мужчина, который питался, дышал воздухом, который был рожден и умер, который испытывал желания, который забывал, который ошибался. Человек, но особенный человек, самый честный и правдивый, самый доверенный и искренний, и тот, у которого был самый высокий и благой нрав. И это же, конечно же, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Все посланники были людьми. Как об этом говорится в Коране, если бы на земле обитали ангелы, тогда Аллах бы отправил к ним ангела. Но однако мы люди, и поэтому Аллах отправил к нам посланника человека. Почему? В этом есть великая мудрость.
А причиной этому является то, что психологически Всевышний знает наш разум, так как Он создал его. Психологически человек скажет: «О, ты ведь являешься ангелом, и ты говоришь мне, делай это, не делай этого, и говоришь мне, что нужно делать то-то и то-то, но тебе легко это говорить, потому что ты ангел. У тебя нет страстей, как у меня. Тебе не нужно питаться, как мне. Ты не сомневаешься в принятии решений». Таким образом, у нас было бы много поводов не делать то, чему нас обучал бы ангел, так как он нам не сможет показать живой пример. Но так как Аллах создал пророков людьми, так как пророки были людьми, то мы должны следовать их примеру. И у нас не должно быть отговорок. У нас есть живой пример человека перед нашими глазами, который ведет себя определенным образом. И это психологически говорит нам о том, что и мы можем сделать так же. Может быть, не самым идеальным образом, но однозначно мы сможем сделать это. И в этом мудрость Аллаха, что посланники являются людьми. И Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был таким же человеком. И он является тем живым примером, который на практике показывает нам, как мы должны поклоняться своему Создателю. Он и его пример, его жизнь в реальности — это и есть ислам. И сунна, то есть путь, обучение, одобрение нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, должно составлять основу для нашего поклонения и жизни, как мусульман. Очень важно понять это, потому что быть мусульманином означает, что мы покоряемся и подчиняемся Аллаху, свят Он и велик. Следуем не нашим страстям, не традициям, не родителям, роду или идеям, преобладающим в обществе. Нет. Быть мусульманином означает, что я намеренно покоряюсь Всевышнему и подчиняюсь Господу. И как я это сделаю? Следуя примеру пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это и есть сущность ислама. Братья и сестры, это означает, что ислам — это то, что мы называем таукифия, основывается на руководстве Аллаха. Мы не можем выдумать для себя или представить себе, как поклоняться Аллаху. Вы не можете этого сделать. Это запрещено. Поклонение Аллаху осуществляется в соответствии с Кораном и примером посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И так было с каждым пророком и с каждым руководством, которое Аллах ниспосылал. Так же, как и в случае с руководством, которое Аллах дал Иси, сыну Марьям, которому Аллах ниспослал Инджиль. Но религией Исы был ислам. Та же самая религия, что и религия Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И руководство, которое Аллах дал Мусе, Моисею, было в форме Торы. Это была книга, которую Всевышний ниспослал Мусе. Но религия Мусы, которой он следовал, и которой он обучал свой народ, не была другой в своей сущности. Она была такой же, как ислам. Намеренное покорение воли Всевышнего. И таким образом, руководство всех пророков основывалось на этом. И Аллах также ниспослал руководство Ибрахиму. И Всевышний часто упоминает его в Коране. И надо сказать, мои дорогие братья и сестры, что он упоминает как великий и очень важный пример для нас. И в Коране говорится: кто же откажется от пути Ибрахима, только тот, кто потерял рассудок? Кто откажется от пути Ибрахима? Ибрахим, Ханиф,
Тот, кто подчинился воле Всевышнего и следовал естественной религии, подчинению Господу. И по сути наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам, что каждый ребенок рождается на фитре, ханифом, то есть склонным к поклонению одному лишь Аллаху. И это только окружающая среда, их обстановка уводит их от этого. Это внешнее влияние отводит их от той чистоты, с которой люди рождаются. И поэтому сейчас я хочу вернуться к нашей теме о культуре. Что такое культура? Что мы имеем в виду под этим словом? В действительности, исходя из моих исследований, определение этого слова нелегкое. Культура — это то, чему люди следуют, их верования, традиции, социальная и природная окружающая среда, в которой люди живут. Это и есть культура. Культура может быть как хорошей, так и плохой. И критерием или методом, с которым нам нужно судить наше поведение, не должно основываться на исламе, как на традиции мусульман. Религия — это не то, что происходит вокруг нас, или то, что совершали наши отцы, матеря, деды, или то, что люди вокруг нас привыкли делать, и что принято как норма среди нас. Нет, наша религия не зависит от этого. Религия ислам и быть мусульманином означает то, о чем мы уже говорили раньше. Это руководство от Аллаха на примере пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это и есть основа ислама и мусульман. И теперь некоторые люди скажут: что вы хотите сказать? Что мои предки заблудшие? Что наши отцы и деды не на истине? А в ответ на это я спрошу вас: неужели вы хотите сказать, что ваш отец или дед безгрешные и не могут ошибаться? Что они совсем никак не могли ошибиться в понимании ислама? Вы говорите мне, что невозможно, чтобы они могли неправильно понять или исказить что-то по ошибке в религии. И если вы знаете, что они ошибались, будете ли вы следовать за ними? Если вам известно, что они делали что-то неправильно, неужели вы будете делать то же самое? Если это ваш выбор, то как же вы тогда можете называться мусульманином? Если вы знаете, что то, что делают ваши предки, и то, к чему призывает вас ваша культура, противоречит учению Корана и Сунни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, неужели это значит быть мусульманином? Что вообще тогда означает это слово «муслим»? Кому вы подчиняетесь, Аллаху или традициям своего народа? Вы должны сделать свой выбор. Поверьте мне, братья и сестры, когда бы пророк не приходил к своему народу, в ответ он слышал то же самое: мы следуем за своими предками. Прочитайте Коран. Я призываю вас, прочитайте его. Но знаете, в этом-то и есть проблема. Никто не хочет его читать. Никто не хочет изучать Коран. Аллах свят, Он и велик. Первый аят, который был ниспослан пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Читай, читай, читай во имя своего Господа, который сотворил все сущее. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, что тот не знал. Да, перо, ручка, письмо, чтение. И сколько же из вас прочитали Коран? Сколько мусульман прочитало Коран? И я, конечно же, не имею в виду. И я очень хотел бы подчеркнуть кое-что, что чтение Корана на арабском языке является одним из видов поклонения, за которое каждый человек получает вознаграждение, даже если он его не понимает. Я никоим образом и ни в коем случае не препятствую и даже не намеревался препятствовать изучению Корана на арабском языке. Фактически, это и есть настоящий Коран на арабском. После его перевода он автоматически перестает быть Кораном.
Коран — это речь Аллаха на арабском. Однако в Коране Аллах говорит нам в суре Корова: Алиф Лям Мим — это книга, в божественном ниспослании которой нет сомнения, руководство для богобоязненных. Это руководство. Но вы знаете, у людей есть такая привычка. Я думаю, эта привычка есть у людей и в Индии. Брать и заворачивать Коран в материал и ставить его высоко-высоко, на самую высокую полку, которую только можно найти. Вот что люди делают. И они говорят, что таким образом мы его почитаем. Но телевизор в их доме находится очень-очень низко. И что же в нем? Да, вот это их кибла. Она не в сторону Мекки, она где телевизор. А что там в телевизоре? Голливуд, фильмы, музыка, харам. Запретное происходит у них дома, а Коран высоко наверху. А что же в этом Коране? Они даже не имеют понятия. Что Коран говорит, они не знают, потому что они его не читали и не изучали его. И эти люди, я не говорю о неграмотных людях. Я не говорю о тех, кто живет в селе и занимается фермерством. Те, кто не могут ни писать, ни читать, если, конечно, еще есть такие люди. Я говорю об инженерах, программистах, профессионалах, которые тратят годы на обучение в университетах, обучаются вещам, даже посмотрев на заглавие их книг, Java 1.3, то-то и то-то, какой-то язык. Один взгляд на это приводит меня в замешательство. Но эти люди откроют эту книгу и расскажут вам о том, что в ней. Однако Коран они даже не читали от начала и до конца. И они называют себя мусульманами. Они не понимают его. И когда я говорю, что люди не читают Коран, я имею в виду, что они не читают его на понятном себе языке. Они не читают его на том языке, который им понятен. И все, что они знают об исламе, это некоторые вещи, которые им рассказали их родители. И поэтому они воспринимают ислам как часть своей культуры. Такая же культура, как еда, например. Культура, что же это на самом деле? В своем оригинале культура — это чаще всего совокупность достижений людей, с помощью которых они выживают в окружающей их среде. И поэтому еда, например, в основном ассоциируется с нашей культурой. Культура еды происходит от того, что люди находили вокруг себя. И поэтому вкус еды, стиль еды зависит от того, что для нас доступно. Другими словами, на нашу культуру влияет географическое месторасположение. Будь это физическая география, деревья, растения, количество воды и так далее. Или это может быть политическая или социальная география. Например, культура многих людей может быть продуктом одной группы людей или одной касты людей, которая навязывает им свои взгляды. Их культура может быть основана на этом. Это система контроля. Она, в свою очередь, тоже может быть основана на контроле системы, как, например, феодализм в Европе, или, например, кастовая система в Индии. Это форма контроля. Это то, как, например, завоеватели, которые вторглись в Индию, чтобы контролировать местных. И как они это делали? Через их культуру, через религию. Это система контроля. Также мы можем найти это и в других странах. Вид системы контроля. И поэтому наша культура создается из того, как я веду себя, каково мое положение. Если я, например, неприкосновенный или член касты неприкосновенных в Индии, я должен вести себя в определенной манере. Или если я крестьянин в феодальной Европе,
есть определенная позиция, у меня есть определенная культура. Это все изначально. Но, конечно, все это поменялось в Европе и в Индии. Но это все остается с людьми. Это их идеи. И это очень сложно поменять. Некоторые из этих идей являются механизмом существования. Эти же действия, которые люди выполняют для того, чтобы выжить в окружающей их среде. Но культура не имеет к этому отношения. Некоторые из них, можно сказать, в действительности заблудшие. Это неправильные идеи. Идеи, которые причиняют ущерб и вред для людских дел. И я хочу привести пример такого противостояния культур. Давайте посмотрим на себя. Мы должны быть честными. Мы, мусульмане, должны посмотреть на себя. Иногда это очень хорошо. Мы ведем разговор. Мы любим слушать, когда кто-то проповедует, где мы критикуем другую религию. Наверное, мы чувствуем себя лучше или гордимся собой. Но, будучи мусульманами, мы должны смотреть на себя. Давайте взглянем на себя искренне. Давайте посмотрим на себя, на нашу жизнь и на наши взгляды. И посмотреть и сравнить себя, как мусульман, с другой группой людей. Кому Аллах отправил посланника? Это были арабы. Давайте посмотрим на арабов. Арабы до ислама. Арабы до ислама, несомненно, были одними из самых диких и малокультурных и примитивных людей. Кстати, в одном хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул, что Аллах посмотрел на людей в своем мире, на арабов и не арабов, и Он ненавидел их всех, кроме малого количества людей Писания. Малое количество людей из христиан и иудеев, потому что мир был в таком ужасном состоянии развращенности, непослушании Господу. Мир был так далек от истинного пути, которое было ниспослано им, их Господом. Это было состояние людей, арабов и не арабов. И арабы, как я уже говорил, когда они плохие, они худшие из людей. Но когда они хорошие, они лучшие из людей. И еще задолго до пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они пали так низко, как только может пасть человек. То есть так низко, как вы только можете себе это представить. Что бы вы сказали, является ли это хорошим поступком? Взять свою 5-летнюю дочь. 5 лет. Я имею в виду 5 лет. Это тот возраст, когда они самые сладкие, красивые. Они любят вас больше всего. Они проявляют к вам самую большую любовь. Вы берете свою 5-летнюю дочь, а за ночь до этого в пустыне вы вырыли яму. И вы берете свою 5-летнюю дочь и говорите: мы идем на пикник. Куда мы идем, папочка? Мы идем на пикник. Вы берете свою дочь в пустыню и толкаете ее в яму, которую вы выкопали заранее, и хороните ее там заживо. А после возвращаетесь к своему народу и хвастаетесь совершенным. Вы не можете пасть так низко, как человек пал тогда. Вы не можете стать более извращенными, чем это было тогда. Разве можно найти что-либо хуже этого? И это были те люди, к которым был ниспослан пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И это было то положение, которого они достигли. Это зло в их религии. Это было их культурой. Вместе с поклонением идолам, пьянством, междуусобными столкновениями. Такова была их культура. Культура арабов до ислама. И это время называлось джахилией, невежеством. Дикие и совершенно безумные времена. И это было невежество. Это была их культура. Но вы знаете, братья и сестры, они говорили, что они следуют религии Ибрагима. Вы знаете, что арабы делали обход вокруг Каабы во время хаджа? Вы знаете, что они говорили слова? Они говорили, они молились Аллаху. Арабы во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они не отрицали Аллаха. В том смысле, что они не отрицали сущность Аллаха как Создателя.
Скажи им, или спроси их, о Мухаммад, спроси этих язычных арабов, кто Господь семи небес и Господь великого трона? Они скажут Аллах. Они верили, что Бог был один. Они никогда не имели идола Аллах. Они верили, что Он был Создателем. Они верили, что Он не спосылал им дождь, взращивал растения. Они верили, что Он умерщвляет людей, что Он оживит их. Они верили, что у Аллаха есть трон. Они верили в то, что все это делает Аллах, но это не спасло их. Они были людьми далекими от истинного пути Аллаха. Они были людьми, которые поклонялись другим вещам помимо Аллаха. Они верили в то, что их идолы были посредниками между ними и Аллахом. И некоторые из этих идолов когда-то были праведниками, которые умерли рядом с Каабой и были похоронены там. И они молились, думая, что они будут посредниками между ними и их Господом. И по этой причине, то есть это была причина их неверия, они приписывали это, их культуру, их обычаи, которые они создали сами себе. Они приписывали это их Господу. Как же это произошло? Разве не Ибрагим построил Каабу? Да или нет? Да. Был ли Исмаиль, или как его принято в других культурах назвать Ишмаиль, был ли он пророком от Аллаха? Да или нет? Да. Разве не была религия во времена Ибрагима, или Исмаиля, Ишмаиля? Разве она не была исламом? Да или нет? Да. Но посмотри, что произошло с ними. Посмотри, как они изменились. И когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел к ним, что они сказали? Ты что, критикуешь наших предков? Это религия наших предков. И мы будем продолжать делать то, что делали они. Это наша культура. Это наш путь. Мои дорогие братья и сестры, на что я прошу вас взглянуть сегодня? Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на то, чему вы следуете. Приглядитесь к тому, что вы называете исламом. Насколько ваш ислам в действительности основывается на Коране? Насколько ваша религия действительно соответствует сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Насколько? Существует много всего, чего мусульмане сегодня не соблюдают. Мы известны во всем мире. Все в мире знают у мусульман принудительные браки. Я не говорю о договоренных. Принудительные браки. Заставлять женщину выходить замуж за кого-то, за кого она не хочет выходить. Заставлять дочь выходить замуж, за кого она не хочет выходить. Этого даже нет в исламе. Этот брак считается недействительным. В шариате этот брак не имеет основания. Условием для бракосочетания является согласие обоих сторон. Согласие двух сторон, которые собирают жениться, является условием действительности их бракосочетания. Тем не менее, мусульмане известны своими принудительными браками. В определенных частях мусульманского мира мы известны абортом детей женского пола. Несмотря на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал от этого, но люди так сильно привыкли к этому, потому что это уже стало частью их культуры. Мы можем найти много примеров среди мусульман. И это только некоторые примеры. Но более худшее, чем это, дорогие братья и сестры, являются те действия, которые мы воспринимаем как ислам, думая, что это является частью руководства, что это сунна. И в этом деле шайтан действительно взял над нами верх. Он действительно победил нас и очень счастлив от этого. Потому что если вы сделаете что-то, думая, что это из религии, вы никогда не раскаетесь в этом. Зачем вам раскаиваться, если вы думаете, что вы приближаетесь к Аллаху? Вы даже и не подумаете никогда раскаяться. Вы никогда не подумаете сказать: «Прости меня, Аллах». Если вы совершили зина, если вы пьете спиртное, или если вы украдете, вы знаете, что это грех. Поверьте мне, даже не мусульмане знают, что все это запрещено. Да, правда или нет? Хорошо. Итак, если вы сделаете одно из вышеперечисленных, то вы будете чувствовать свою вину. Но что, если вы сделаете что-то, думая, что это из религии? Вы думаете, что религия учит вас этому. Однако, если вы станете изучать Коран
и достоверную сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то вы не найдете того, что они делали это. И если вы даже посмотрите на сподвижников, то не найдете того, что и они делали это. В Индии, в Пакистане, Ираке, Марокко и во всем мусульманском мире вы увидите одно из действий, которое делают люди. Они посещают могилы набожных и религиозных людей. Они не только посещают их, но и в первую очередь строят большие строения на могилах. Несмотря на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Али ибн Аби Талибу: «А если ты увидишь на какой-либо могиле надгробный камень выше локтя, выровни его, разбей его». Это достоверный приказ пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если вы будете знать сунну, вы будете изучать ее, то вы найдете это. Ну а если вы не заинтересованы в сунне и хотите следовать только своей культуре, то это ваш выбор. И вы встретитесь со своим Господом в день суда и узнаете. И это то, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Но разве вы не видите, что мусульмане везде посещают эти могилы, делают обход вокруг них, ходят вокруг них, и даже, субханаллах, я был свидетелем, когда был в одной стране, мы давали там лекцию, и начался призыв к молитве в мечети. А рядом была могила. Там свет, играет музыка. Я сказал, что это? Мне ответили, это могила какого-то святого. Закончился азан, и ни один из этих людей не пошел в мечеть. Ни один из них. Они были так сильно заняты вокруг этой могилы. Субханаллах. Разве это ислам? Разве это ислам? И они просят у них, думая, что они будут посредниками между ними и Аллахом. Так вот, объясните же мне, какая разница между этим и тем, что делали язычники-арабы со своими идолами в Каабе, которые также когда-то были мертвыми людьми? Разве это не тот же самый ширк, который совершали люди во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Но знаете, вам и в голову не придет оставить это, потому что вы будете думать, что это ислам. Вы будете думать, что это и есть правильный путь. Если так оно и есть, то покажите мне, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил кому-либо из своих сподвижников это. Где Абу Бакр, Умар, Осман, Али? Где есть то, что они делали это? Если это не было религией для них, то как это может быть религией для нас? И есть еще одна вещь, которую люди привыкли делать. Это уже стало частью культуры. Они собираются вместе на 40-й день после смерти человека и читают Коран вместе, в джамате. И теперь я хочу задать вам вопрос о том, разрешается ли читать Коран с намерением о том, что вознаграждение от этого дойдет до мертвого или нет. Ученые разделились в этом вопросе с давних времен. Я, например, следую мнению ученого имама Шафии. По его мнению, это запрещается. Однако некоторые разрешили это. Но они сказали, что это только сын может наедине прочитать его за родителей. Они не говорят, что вы должны собираться вместе, в джамаате, и один из вас должен читать Коран, и что вы должны это делать на 40-й день, и через год опять делать это, и так далее. Никто не сказал, что это часть религии, и что мы должны делать это. Это то, что мы сами внедрили. Я прошу всех, я призываю, пожалуйста, покажите мне, где Абу Бакр, Умар, Осман, Али, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Мас'уд, кто-нибудь из них совершал это. Покажите мне. Потому что если они не делали этого, то как вы сделали это частью своей религии? Откуда вы взяли эту информацию? Разве только если к вам пришел Джибриль и сказал вам делать это? Он пришел к вам и сказал это. Вот так Всевышний Аллах хочет, чтобы вы поклонялись Ему. Пожалуйста, мои братья и сестры, вы должны подумать. Проблема-то именно в следующем. Если вы не занимаетесь, не читаете и не изучаете Коран, и даже те люди, которые считаются алимами, проходили какие-то курсы по обучению, то все, что они знают, это их мазаб. Например, может быть, что они даже никогда не открывали Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, и не читали их.
А ведь это и есть основа нашей религии. Чистая, достоверная сунна. Поэтому мы должны спросить себя. Это очень важно потому, что куда мы пойдем как мусульмане? Где мы будем в этой жизни и в ахира? Мы будем у Всевышнего, и Он спросит с нас, и до этого ангелы будут спрашивать с нас в могиле. Нас спросят за то, что мы делали. Некоторые люди невежественны, и Аллах знает, кто имеет оправдание. Да, некоторые люди невежественны. Они не знают, они даже не знают, как узнать. Они даже не знают, куда посмотреть, чтобы узнать, кто является знающим, а кто нет. Потому что у них нет знаний, достаточных знаний, чтобы определить ученого. Они просто видят человека с бородой, с челмой, который совершил хадж, машаллах. Его отец был ученым, и, иншаллах, он тоже ученый. Я не знаю, и они следуют за ним. Может быть, такие люди, иншаллах, имеют оправдание. Они не могут писать, читать, ничего не знают. Они делают все, чтобы следовать правильному пути. Но как насчет человека, который имеет ученую степень? Как насчет образованного человека? Как насчет человека, который может изучать сложные предметы, такие как биологию, химию, информационные системы? Но Коран мы не можем понять. Мы не можем понять Коран. Мы можем понять языки программирования, но Коран нет. Нет. Коран очень сложный, говорят они. Сунна очень сложная. Субханаллах. Слишком сложная? Это религия усложненная? Поверьте мне, братья и сестры, эта религия несложная. Эта религия красивая и легкая. Да, может быть, если вы хотите разобрать вопросы наследования, это немного сложно. Если вы хотите полностью узнать все детали закята. Да, иногда так бывает, что математика — это не та наука, которую вы знаете хорошо. Но основа религии. Неужели вы думаете, что Аллах сделал религию сложной для понимания? Ее основу, самые важные аспекты для понимания. Поэтому я должен сказать, братья и сестры, что некоторые люди не хотят, чтобы вы изучали религию. Когда мы им говорим, читайте Коран на языке, который понятен тебе, они говорят, нет, так нельзя делать, это опасно. Вы знаете, эти люди, которые говорят вам об этом, знают, что как только вы начнете читать, вы будете говорить им, что вы делаете? Этого же нет в Коране. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не делал этого. Так же, как христианские священники и раввины, когда Иса, сын Марьям, пришел к ним. Вот видите, он оспаривает наш авторитет. Он оспаривает нас о значении нашего закона. То же самое было, когда пришел ислам. Неужели вы думаете, что христианские священники, которые обладали знанием, не знали, что ислам — это истина? Вы думаете, что они не знали этого? Аллах говорит в Коране приблизительный смысл слов того, что ниспослано нам, что те люди Писания, обладающие знаниями, знают, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является посланником Аллаха, так же хорошо, как они знают, что их сын — это их сын. Вот так они знали это. Поверьте мне, любой из них, кто имеет знание Библии и возьмет Коран, и прочтет сиру пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они узнают точно, что он посланник Аллаха. Однако они защищают свои позиции во власти, преимущества, контроля над другими людьми. И таким образом они лгут. Они лгут против ислама. И я говорю о знающих людях. Некоторые из них неграмотные. И они говорят всякие вещи, которые слышат от людей. Но я сейчас говорю об ученых христианах. Они все знают. Так почему же они не меняют свое мнение? Это и есть противостояние культур. Потому что они держатся за свою культуру. Может быть, из гордости или из-за своего народа. Я хочу сказать кое-что, что мы должны понимать. Некоторые люди после последней лекции пришли ко мне и стали говорить, «О, вам не следовало говорить этого». Но я сказал это. Сколько раз вы хотите, чтобы я это сказал? Итак, я скажу вам, и я надеюсь, что вы поймете то, что я хочу сказать. Хвала Аллаху! В исламе, в этом мире, все хорошее разрешенное. Общее правило — все, что в этом мире является дозволенным, кроме того, что Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, запретили.
Итак, общее правило — это разрешено. Что вы кушаете, еда, сколько перца вы кладете в еду, специи, которые вы используете, ваша одежда, как вы говорите, какой язык вы используете, это все дозволено. Различные виды бизнеса — это халал. Вид автомобиля, транспорт, который вы используете — это халал. Общее правило, что все халал. Кроме того, что Аллах упомянул что-то, сказав, что это харам. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И поэтому общее правило, все, что касается этой жизни, наша культура, с этим все в порядке. И ислам не пришел для того, чтобы забрать хорошие вещи. И арабы, у них были хорошие качества. Например, они были очень гостеприимными, такими дружелюбными. Субханаллах. Я сам был свидетелем гостеприимства арабов в своей жизни, включая и моего друга, шейха Салима Иль-Амри. Вы знаете, он очень хороший человек, как друг. Особенно, если вы любите морскую еду. Особенно, если вы... Я как-то навестил его. Боже мой, я никогда не видел такую большую тарелку с морской едой в своей жизни. Она была такой большой. И он заставил меня съесть большую часть из нее. Гостеприимство, маша Аллах. Арабы не потеряли его. Или как минимум, малая часть из них потеряла его. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал им оставить этого. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поощрял их в этом. И чувство благородства в некоторых вещах он поощрял. И поэтому ислам не говорит оставить все это. Британцы имеют чувство пунктуальности. Бывать всегда вовремя. Становиться в очередь. Бывать в очереди. Разве это плохо? Нет, это хорошо. Это часть нашей культуры. Разве ислам говорит нам оставить это? Нет. Итак, в общем, эти вещи не являются проблемой. Хвала Аллаху, то, что вы решаете, пьете, но у вас есть фильтр. Но у вас есть фильтр, так же, как и друшлаг на кухне. И когда вы готовите салат, вы кладете овощи в него для того, чтобы помыть их. Фильтром для нас является Коран и Сунна. Руководство, которое дал нам Аллах, это то, что мы должны оставить. То есть мы используем фильтр, и все, что остается в нем, хвала Аллаху, мы это оставляем. И то, что Коран и Сунна говорит нам оставить, мы оставляем это. Но, братья и сестры, для того, чтобы сделать это, вы должны знать, что в Коране. Вы должны изучать и читать его, и раздумывать о нем, глубоко обдумывать его значение, понимать его значение, и потом применять это в действиях своей жизни. Применять то, что написано в Коране, и то, чему обучил нас пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Если вы не знаете, то спросите того, кто знает. В общем, альхамдулилля, религия не сложна. Она не тяжела для понимания. Конечно же, нам нужны ученые. Я не говорю, что нам они не нужны. Но нам нужны правдивые ученые, которые используют Коран и предчувствую сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мои братья и сестры, я призываю вас только, иншаллах, к тому, что Всевышний сделал ясным для меня. С первых дней, как я стал мусульманином, я помню, как я пошел в мечеть, лондонскую, центральную мечеть, где я сейчас работаю. Субханаллах. Я пошел туда и начал молиться. И кто-то сказал мне, нет, не молись так, нужно вот так. И я сказал, хорошо. Он ведь мусульманин. Я сказал, вау, машаллах, спасибо. О, спасибо. Я больше так не буду делать, а сделай вот так. А потом мне снова сказали, не делай так, а делай вот так. И я сказал себе, все, хорошо. Все мне говорят что-то разное, но я уверен, что ислам — это не запутанная религия, как христианство. Я знаю, и что же я знаю? Я знаю, что Аллах не спаслал Коран. И я знаю, что самые достоверные хадисы содержатся в Бухари и Муслиме. И знаете, что я сделал? Я пошел в библиотеку мечети и сел там, и не останавливаясь, прочел все аяты Корана, касающиеся молитвы. Я прочитал все хадисы, касающиеся молитвы.
И когда кто-то подходил ко мне, говоря, ты должен делать так-то и так-то, я отвечал, серьезно? Потому что я прочел весь Коран. Я прочитал весь Бухари и Муслим. И я не нашел там того, что ты мне говоришь. Можешь ли ты мне показать доказательства своим словам? На что я получал, ой, спасибо. Вы понимаете? Я не стал мусульманином только для того, чтобы следовать какой-то культуре. Я не стал мусульманином, чтобы стать пакистанцем, или арабом, или марокканцем. Я стал мусульманином для того, чтобы поклоняться Аллаху в соответствии с сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вот почему я стал мусульманином. Хвала Аллаху. И вот к чему сегодня я призываю вас. И это случится только если вы сами будете изучать свою религию. Итак, мои дорогие братья и сестры, пожалуйста, сделайте это. Это мой совет вам. И потом вы поймете, и у вас уже не будет противостояния культур. Спасибо вам, брат Абдурахим Грин, за ваше выступление на тему противостояния культур. А теперь мы приступим к вопросам. Повторяю для тех, кто задает вопросы. Соблюдайте следующие правила. Во-первых, вопросы должны быть по теме. Во-вторых, будьте краткими. И в-третьих, задавайте только один вопрос. Стоящие у микрофона, уважайте друг друга и соблюдайте очередность. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Меня зовут Адия. Я банкир. У меня следующий вопрос. Я не посещаю могилы, но люди из моего окружения ходят туда. Если можно, не могли бы вы мне назвать аят из Корана, в котором говорится, что надгробный камень не должен быть выше одного локтя, чтобы я могла обосновывать свои действия? Это не аят из Корана, это хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И вы найдете его в сборниках хадисов. Однако я должен указать вам на кое-что очень важное. Некоторые люди говорят, докажите мне, что я не могу делать то-то и то-то. Они говорят, докажите мне, что я не могу делать этого в исламе. Тот, кто так говорит, он абсолютно не знает смысл слова «муслим». Потому что, как в исламе, вы должны доказывать свои действия, а не просить, чтобы вам доказали, что этого нельзя делать. Если вы совершаете какой-либо вид поклонения, то должны предоставить доказательства этому. Не только на разрешенность его в общем, но еще и на то, что этот вид поклонения совершается именно таким образом. Да, не только на разрешенность его в общем, но еще и на то, что этот вид поклонения совершается именно таким образом. К примеру, давайте вернемся к нашему прошлому разговору. Нет сомнений в том, что любовь и почет к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, является видом поклонения. И сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, показал нам, как это нужно делать. И также, например, Аллах приказывает нам совершать молитву. И теперь я спрошу вас, покажите мне в Коране все детали молитвы. Начало времени молитвы и ее конец. Сколько ракаатов в каждой молитве? Как нужно стоять, совершать поясные и земные поклоны? Что нужно говорить в ташахуде? Покажите мне детальное описание всего этого в Коране. Вы этого там не найдете. Ведь так? Да. Мы знаем об этом только из сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поверьте мне, вот сказал кто-то, смотри, в Коране написано «совершайте молитву». И вот я танцую вот таким образом, это и есть моя молитва. Я сказал, нет, это не молитва. Да вот же в Коране написано «совершайте молитву», и вот я молюсь. Будет ли это принято? Конечно же нет. Потому что вы должны доказать, как правильно совершать молитву. Вы не можете сказать, что в Коране написано, что вы не можете делать этого именно таким образом. На самом же деле вы должны доказать, что то, что вы делаете, является видом поклонения Аллаху, и то, что Он примет это. Таков порядок действий, данных нам Всевышним.
Я надеюсь, что смог ответить на ваш вопрос, сестра. Следующий вопрос. Да, брат, можете задавать вопрос. Ассаламу алейкум. Меня зовут Иджазудин Сурки. Я инженер-механик по профессии. Мой вопрос такой. Как мы, мусульмане в Индии, можем освободиться от всяких традиций в религии? Что вы нам посоветуете? Мой совет таков. В первую очередь мы должны понимать, что не все традиции являются плохими. Мы должны отличать плохое от хорошего, то, что мы можем принять, и то, от чего нам следует отказаться. Выходом из этой ситуации является изучение и понимание Корана и сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И самое простое начало для этого, такое же простое, как и вы, мой брат. Самый простой способ — это возьмите перевод Корана на английском или индийском языке, который вы понимаете лучше всего. Прочтите его. Не для того, чтобы выносить какие-то решения. Нет, астагфируллах. Мы не имеем права выносить фатвы. Для этого нам нужны ученые. Но я вам говорю, только после того, как вы прочтете его, вы начнете понимать и отличать традиции от ислама. И второй совет. Прочтите хорошую достоверную сиру посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Как, например, это хорошая, очень достоверная сира пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Затем прочтите сборник хадисов Бухари и Муслима. После всего этого, я думаю, вы станете отличать ученых. Тех из них, которые основываются на Коране и Сунне, и тех, кто на самом деле не является учеными, а просто следует каким-то традициям, и иногда пропагандируют и практикуют ересь. Эти так называемые ученые не следуют Корану и Сунне и не любят, когда пропагандируют Коран и Сунну, потому что их позиции и взгляды опровергаются таким образом. Например, когда я остановился в одном отеле, один брат рассказал мне, что на дорогах встречаются дети с благовониями, и они окуривают ими машины. Они приносят их с могил и продают это как баракат для людей. И им платят за это. А теперь, если вы скажете ему, что это харам, вам ответят, что это его образ жизни, и он таким образом зарабатывает. Вы думаете, они откажутся от этого так легко? Я так не думаю. Человек имеет свой финансовый интерес в поддержании и обслуживании могил. И все эти тысячи людей приходят к нему и дают деньги, дабы он передал их просьбы святому в могиле, а тот уже в свою очередь попросит у Аллаха. Это ведь очень большая цепочка. Разве не заметно? И сумма денег, которая фигурирует в этом деле. В большинстве случаев он не примет ее от вас, если вы скажете ему: «Извините, но мы должны разрушить надгробный камень в соответствии с велением пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Он ответит: «О чем это вы? Да вы ваххабист». Вот и ответ. Ваххабист. Ему не интересно, даже если вы приведете ему доказательства от начала и до конца. Ваххабист. Таким будет его ответ. Ваххабисты все те, кто говорят: давайте посмотрим на доказательства. Но ведь вы же мусульмане. Так давайте следовать исламу. Если я в чем-то ошибаюсь, я приму правду. Поверьте мне, если вы мне укажете на мои ошибки, я приму это. Только приведите мне доказательства. Покажите мне. Это все, о чем мы говорим. Нам нужно привыкать изучать нашу религию. Вот это и есть решение проблемы. Знание есть решение. Читай. Чтение должно быть нашей культурой. Мы должны следовать культуре чтения больше, чем, скажем, просмотру индийских фильмов и прочих вещей. Это будет лучше для вас, если вы начнете читать Коран, изучать хадисы, читать сиру, сидеть с учеными, слушая их проповеди. Вот что нам стоит делать, братья. Вот такой культуре мы должны следовать.
Давайте взглянем на нашу историю. Субханаллах. Если вы прочитаете историю мусульманских стран, таких как Индия, Испания, арабских стран, да и любой другой страны, вы увидите, когда среди мусульман было много ученых, когда культура основывалась на чтении и знаниях, мусульмане были сильны, уважаемы, и у них была фантастическая цивилизация. Но когда мы оставили все это и стали наслаждаться этой жизнью, тратя на нее все свое время, вот тогда мы и стали слабы. И теперь мы стали следовать всяким странностям. Мы разделились, и это мой совет вам, и всем остальным, иншаллах. Обучайтесь религии Аллаха. Таким образом мы оживим свою религию. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалям. В первую очередь, я бы хотел поблагодарить ведущего и тех, кто выступил здесь. Брат Абдурахим, в своем выступлении «Противостояние культур» вы отметили, что все пророки были людьми, и что это мудрость Аллаха. Это и есть сущность ислама. Я бы хотел узнать следующее. Коран был ниспослан пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Тора ниспослана Мусе, мир ему. Забур Дауду, мир ему. А что насчет Исы, мир ему? Он не был обычным человеком, как я думаю, потому что у него не было отца. И был ли он похоронен? Христиане говорят, что он был распят. Не могли бы вы сказать, что Аллах хочет нам показать этим? Что один из пророков был рожден без отца? И в конце жизни этого пророка были неразрешенные вопросы о его захоронении. Не могли бы вы пояснить это? Я буду краток, так как в ближайшие дни у меня будет лекция на тему «Распят ли пророк Иса, мир ему?». И я не хочу углубляться в эту тему. Но касательно этого вопроса, Аллах, свят Он и велик, показал нам свою силу, что Он делает все, что пожелает, и создает так, как пожелает. Во-первых, да, это правда, что Иса, мир ему, был рожден без отца. Аллах создал его чудесным образом в чреве Марьям. Аллах сказал «будь», и Иса родился. Однако Аллах, свят Он и велик, также создал Адама, мир ему, без отца и матери. Он также создал Хаву из плоти мужчины, а не из женщины. И поэтому в этих случаях Аллах, свят Он и велик, показывает нам свою полную власть и контроль над своими созданиями. Это не делает Адама, Хаву или Ису чем-то больше, чем люди. Они все являются людьми, со всеми человеческими атрибутами и качествами, несмотря на тот факт, что они были рождены особым образом. Они все-таки люди. Да воздаст вам Аллах благом. Спасибо вам, брат.